Всем привет, я Рустам Тухбетов, это программа «Детей много не бывает». Как всегда, я не один, с нашим семейным фотографом Рустемом Мугалимовым. Всем привет! Мы находимся в Уфимском районе, село Атаевка. Познакомимся с многодетной семьей Альбины и Ирика Хафизовых. Они-то точно знают, что самая лучшая инвестиция – это их дети. Ну, пойдем. Кстати, в их семье я буду пятым. Я всегда мечтал жить в большой семье, даже завидовал одноклассникам, у которых несколько братьев или сестер. По-моему, много детей – это круто. Я, конечно, точно не знаю, зато уверен, что детей много не бывает. В этой передаче мы лично познакомимся с ребятами, чьи семьи считаются многодетными. Проведем с ними целый день. Зато какой! У нас по плану разговоры по душам, работа по дому, семейный ужин. Наш проект реально покажет, как живется моим сверстникам в многодетной семье. А за то, что наши герои пустили съемочную группу своей семьи, мы подарим каждому участнику фотоальбом. Они нам эмоции, а мы вам воспоминания. Сегодня, если бы вернуться назад, я бы, наверное, 10 детей точно родила. Я очень часто говорю своей свекрови, что, мама, если бы я знала в 17 лет, выходя замуж, что мы будем так жить, я бы родила больше детей. Мы с Альбиной познакомились в техникуме. Я после армии вернулся, восстановился и сидел один на последней партии. Она пришла и села ко мне и сказала: давай играть в морской бой. Я говорю: нет, морской бой играть не буду, я хочу учиться. Он любил учиться, он такой ботаник, въедливый, очень системный, очень любознательный молодой человек. А я веселая, и мне хотелось, конечно, наверное, больше студенческого азарта, легкости какой-то. Я не могу сказать, что я грызла гранит науки, но он потихоньку вот так взялся за мои мозги, и мы все сидели за одной партой и поженились через год. Познакомился с ее бабушкой и очень ей понравился. И бабушка говорит ей: пока такой хороший парень появился, Альбин, я тебя за него замуж отдам. Альбина, поэтому, я помню тот момент, больно-то не стремилась в 17 лет замуж выходить, но я ее полюбил и женился. Я хочу, чтобы вы были самыми счастливыми родителями. Я вас очень сильно люблю. Я желаю, чтобы родители были всегда здоровые, мы их слушали всегда, они были очень добрые. Когда был один ребенок, я думала, что невозможно любить так же сильно, как одного, второго ребенка. А чем больше детей появляется, тем больше понимания, что материнское сердце вмещает любое количество детей. Родителям с одним ребенком сложнее, чем с 4, потому что там, где много детей, они друг за другом присматривают, появляются какие-то устои, правила, порядки, дедовщина какая-то определенная. Мне кажется, что как в армии. В общем, как в детском саду. Чем больше людей, тем легче, тем проще, тем быстрее идет время, тем веселее. Может быть, мужчины, которые там на работе ходят, а жена дома только с детьми, они не так сильно ощущают, что у них много детей. Но я сполна вот это все чувствую, что у меня много детей. Хотя 4 детей это не 10, но тем не менее каждому надо подход, постараться, чтобы не убить в нем то, что в нем заложено, да, ведь вот, чтобы он раскрылся, стал полноценным человеком, а не сломать его. И чем старше мы становились, тем больше мы понимали, что детей нужно меньше воспитывать, их нужно больше любить. Через любовь они понимают, они все чувствуют, это самые лучшие психологи, они понимают, что, как, настроение родителей, они понимают, что они должны делать, чему они должны учиться, как они себя чувствуют, как они должны вести себя в обществе, только через личный пример. И мы приняли с Ириком решение в свое время, что мы не занимаемся нравоучениями и воспитаниями детей, мы делаем вот сами свою жизнь так, как хотим, они, следуя нашему примеру, растут и развиваются.
На самом деле ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок стал заносчивым человеком, которому кажется, что деньги даются легко, которому кажется, что труд ничего не стоит. Никому не хочет, чтобы человек таким становился. Поэтому даже если деньги дают, то только после того, как ты что-то сделаешь. Если Артур, например, хочет пойти погулять, а у него нет денег, он идет сначала снег чистит. У меня точно так же было. Если давать все время детям деньги, у них никогда не будет собственных амбиций. А если нет амбиций, значит нет тяжелой работы, тяжелого труда. А без труда не выловишь и рыбку из пруда. Как таковых обязанностей, которые конкретно ребенок должен делать, у нас таких нету. У нас вот это все ситуативно, скажем так. Надо сделать, иди делай. Я считаю, что делать уроки, домашние задания, мы никогда не проверяли и не лезли, и дневник не смотрели. Это вот их обязанность. Конечно, мы присматриваем, стараемся, чтобы они следили сами за собой. Были самодостаточными, самоорганизованными, самоконтролировали, смотрели за своей одеждой. Например, мы с 1 класса у нас ребенок сам гладит свою рубашку. Никто ему рубашку не будет гладить, иди гладь свою рубашку. Если не погладил, пойдешь как некрасиво одетый человек в школу. Поэтому мальчишки сами за собой смотрят. Родители еще много работают, поэтому когда сам в школу ходил, приходилось еще и за детьми смотреть. Особенно, когда они в командировки уезжали в другие страны. Например, по неделям мне приходилось бабушка оставаться и с 9-месячным ребенком даже от груди отучать. И Мира. Такие вот тоже случаи были. Тимур уже отдельно живет. Артур чаще других моет посуду после того, как поели. Я чаще других готовлю. Айлин совсем еще маленькая, да. Младшая дочка, я считаю, немножко избалована, а старшие нет. Они как вот при дедовщине. Старшему больше всего достается, второму. И чем младший ребенок, тем кажется, что мы меньше с него требуем, но он же будет расти, и также с него будет большой спрос. Поэтому на сегодняшний день всем кажется, что избалована наша младшая девочка, 4-я. Ну, лет через 5, через 3 года, через 10 лет, конечно, она будет также вовлечена во все семейные процессы, и посуду помыть, и убраться, и полы помыть, и подготовить, на стол накрыть. Так же, как и сейчас, то, что делают, например, старшие сыновья. Как только самостоятельным стал, сразу говорят, вот, делай бизнес, устраивайся на работу. Поэтому я очень много работ поменял. И официантом я был, и таксистом я был, и в офисах работал, и в типографии я работал, и бюллетени раздавал. Все, чем можно, все занимался. Но теперь, видите, теперь я не могу так уже. Мне приходится самому идти работать, зарабатывать. Тимур юный, когда мы его родили, мы были даже моложе, чем он сейчас. То есть мне было 20 лет, ему сейчас уже 23. Мы росли с ним вместе. И мы друзья, большие друзья. Он домосед, он очень любознательный, очень въедливый, он любит читать, он любит решать головоломки, он любит непосильные задачи, ему легко даются языки, он очень добрый, отзывчивый, у него много друзей, и он всегда готов прийти на помощь. У него практически нет секретов от меня, потому что мы так как-то с детства, что ли, у нас так с ним завелось. Для меня это самый большой, самый надежный мой друг, и я люблю время проводить вместе с ним. После 9 класса мы его отправили учиться в Канаду. Он очень хорошо учился, и в Канаде он тоже, там на английском языке, первый месяц ему было очень сложно, а потом он уже привык, и молодец, он там добился очень больших результатов, был самый лучший по математике, и параллельно к Канаде он еще здесь учился, чтобы и здесь диплом получить. Поэтому, когда он приезжал на каникулы, вместо того, чтобы отдыхать, он в школу ходил, занимался с учителями, и потом еще после того, как закончил колледж, он прилетел с выпуска уже канадского и здесь сдавал ЕГЭ со всеми своими сверстниками. Поэтому у него 2 образования, и российское, и канадское. Я возлагаю на него большие надежды в плане, что он в нашей семье будет самым образованным, вот так скажу. Тимур для меня старший брат. Он мой любимый член семьи, потому что раньше мы с ним дрались все время, а сейчас мы нашли общий контакт. У нас с ним много интересов, которые совпадают, и из-за этого мы с ним, можно сказать, как супер лучшие друзья. Поэтому я могу доверить ему все, и он мне. Мы с Тимуром часто подкалываем друг друга, и на этом строится наш контакт. То есть мы можем
как бы сказать, в стёб, поиздеваться друг над другом, но так мы только проявляем свою любовь, ничего большего. Они любят друг друга. Просто каждый с характером. И бывают моменты, как коса об камень. Они ругаются, нам прям приходится их разнимать. Я не знаю, может, из-за того, что они каждый старается доказать или занять свое место под солнцем в нашей семье, да, становиться главным. Но иногда я смотрю на них, они очень дружно, очень заботятся друг о друге. Прям по-доброму, по-хорошему, любо-дорого смотреть. Но в тот же момент, через 5 минут, они могут с друг другом, ну, не драться, но уже в конфликтную ситуацию входить. Они нормальные. Это не так, что вот добренькие друг за другом ухаживают, нет. Иногда так, я думаю, это нормально. А человек, который занимается растениями. Еще человек. Правильно. Ой, Мира, откуда ты все знаешь? Вот у винтика что есть? Другой. Нет, Винтовой нет, ключ. нет. Ой. Еще есть в Чип и Дейле девочка ушастая такая. Чип-чип-чип-чип-чип. Ну, Гаечка. ну и ключ тогда какой? Гаечный ключ? Да. Это такое средство, которым волосы сушишь после бани, например, мокрые, и так берешь в электрическую розетку, засовываешь и сушишь. Как называется? Да. Туда, короче, туда нитки заворачивают. Иголка. Ну, такой шарик. Моток. Шарик. Клубок. Клубок, да. Второе слово. Клубок ниток. Правильно. Молодец. Туда каждый день ходит Тимур за чипсами. Магазин. Правильно. Все, смотрим. На самом деле детям достаточно 1 часа в день диалога с ними, эффективного времяпрепровождения. Вот есть время, которое я должна отвести там, диалогом с детьми или играм с детьми. Мы можем бардачить, кидаться, играть, что-нибудь вырезать вместе, лепить, рисовать, театры, постановки делать, на улице выйти, в снегу поваляться. Им этого часа предостаточно. И если вы спросите у моих детей, мамы с папой часто не бывает дома, вам, наверное, их не хватает, они вам точно скажут нет. Нет, все нормально. Спокойно отношусь к тому, что родители говорят, что уезжают куда-то без меня. Конечно, обидно, потому что тоже хочется, но я понимаю, что я должен смотреть за братиком, сестренкой, быть ответственным. И я считаю, когда они уезжают, я всегда ответственный. Я слежу за ними, я им помогаю, кушать готовлю. Все, что надо, я им всегда помогаю. Поэтому я могу сказать, что я в этом плане ответственный человек. Артур у нас очень такой любвеобильный, очень вот за девушками любит приударить. Если говорить об Артуре, то он повеса, ловелас, он эгоист, он любит, чтобы любили его, у него очень здравая самооценка, даже, я бы сказала, несколько завышенная. Он считает себя красавчиком и хочет, чтобы все считали его красавчиком. Он любит, чтобы любили его, и мы позволяем ему наслаждаться его состоянием короля Артура, скажем так. В то же время хорошо учится, на олимпиадах принимает участие, умный, эмоциональный, спортом сейчас активно занимается. И на данный момент, раз Тимур переехал, он остается старшим сыном, и все шишки на него летят, и за младших, и по хозяйству, и так. Поэтому и переходный возраст как раз совпал. Поэтому я думаю, все будет хорошо. У него и сейчас все хорошо, но думаю, еще лучше будет. Родители меня научили зарабатывать, я знаю, как это делать. Я умею это делать, я это делаю. Но я хочу связать свою жизнь немного с другой сферой, и поэтому я думаю, все-таки я пойду по своему пути. Смотри, как сахар кормить. Ничего себе, Айлин, давай. Когда мы планировали, да, Эмира, мы высчитывали, чтобы он родился в год кролика, и стрельцом он был. Мы ждали девочку, да, планировали. Я сама кролик и стрелец. Я говорила, ой, Ирик, надо родить мою копию, и тогда проблем не будет, потому что я беспроблемный человек, я все свои задачи решаю сама, родители со мной бед не знали. Я говорю, надо такое же чудо родить. У нас получился Эмир. Он на нас с Альбиной не похож, но он очень похож на 2 своих дедушек.
То есть цветом кожи, цветом волос и глаз он похож на моего отца, на Марата. А телосложением он похож на Альбининого отца, на Фарита. Поэтому дедушка его очень сильно любит, и он их очень сильно любит. Он говорит, отвезите меня в деревню, я хочу в деревне жить. Самый, наверное, ранимый ребенок из всех по темпераменту, меланхолик. Он заливается смехом и точно так же за секунду может уйти в глубочайшую депрессию и плакать. Но в то же время он самый развитый, самый необычный, самый яркий, любознательный. И он изучает все, что интересно взрослым людям. Энциклопедии, подводный мир, космонавтику, химию, опыты всевозможные. Он сам научился читать в 4 года, он обожает готовить, он может разговаривать, поддерживать диалог с любым взрослым человеком, он готов прийти всегда на помощь. Тонкая душевная организация у него, великолепная память. Ну, такое, в общем, чудо, я бы сказала. Но сейчас рано судить, потому что 1 класс только еще не было переходного возраста, но уже сегодня все, что ему предлагает, он берет с удовольствием. Он обожает школу, он обожает свою учительницу, он обожает грызть гранит науки. Наш мир, он просто непоседа. Он любит ребячиться, дурачиться, но в то же время он очень трудолюбивый, любит учиться. В некоторые моменты может и любит показывать свой превосходящий интеллект, как над детьми его же возраста, так и над старшими. В другие времена он может казаться просто милым мальчиком. Поэтому у любой медали 2 стороны, так же и у человека тоже. Поэтому и мир, он тайна. Непоседа и тайна. Вот так вот. Айлин, она любимица всей семьи, не скрою. Она знает это, она это чувствует, будучи девочкой. Она тонко подмечает все микропередвижения по семье, настроение даже. Она мастерски плетет такие сети внутри семьи, отношений. Конечно, она понимает, что папа дает ей и любовь, и воспитание, и чувство нежности, и чувство нужности. Он носит ее на руках, не боится бесконечно с утра до вечера говорить, что ты такая красивая, такая умная, такая самая-самая-самая-самая. Она растет в ощущении абсолютном любви мальчиков, большого количества мальчиков, и папы в том числе. Я считаю, что, наверное, это позволит ей вырасти счастливой женщиной. Айлин сейчас 5 лет, долгожданная девочка. Мне очень хотелось, чтобы у меня была дочь. У нас очень эмоциональная, хорошая такая связь. Альбина говорит, что вертит мною туда-сюда, как вот настоящая женщина маленькая, что я иду на поводу у ее капризов. Ну вот, я, наверное, сам хочу вот идти на поводу. Я хочу, чтобы она была капризной, я хочу, чтобы вот ее баловать, что я ее очень люблю. И когда растил я сыновей, я, не знаю, может, психологически читал, изучал, я старался вот не явно проявлять свои чувства, например, там, если я хотел сильно обнять, поцеловать, я просто так немножко прижимал по плечу, похлопал, потому что отец сыновей должен, ну, скажем так, сдержаннее любить, а дочку, наоборот, сильно. Поэтому я очень ждал, когда же у меня родится дочка, чтобы можно было вот по полной проявлять свои чувства, свою любовь. Она вся из себя такая принцесса, папина принцесска. А мы защищаем ее. Еще вредная она. Ну, это она пока маленькая, как вырастет, может, поймет, что к мальчикам нельзя быть вредным. Такого воспитания нету, если вот как по книжному, да, но есть определенные правила. Красный, желтый, зеленый свет. Есть красный свет – это поведение детей, поступки какие-то, действия, опасные ситуации, в которые они попадают. В таких ситуациях мы очень жестко себя ведем, скажем, да, можем даже наказать. Мы понимаем, что, скорее всего, дети не делают то, что мы им говорим, они делают то, что мы делаем. Поэтому говорят, лучше воспитывай себя, чем воспитывать детей, а за ними надо немножко следить, контролировать и, самое главное, любить. Вот. В воспитании самое главное, я считаю, что любовь к детям. Каждый человек по-своему строг. И мой отец, естественно, тоже.
Но его строгость проявляется только, когда он хочет воспитать нас и научить чему-то. Просто так без причины никогда мой отец не будет ругаться или ссориться. Он всегда, если начинает конфликт, он знает то, что он будет правым. Он воспитывает нас и делает это правильно. Мой отец самый умный человек в нашей семье. Это я могу сказать точно. Потому что если мне нужен совет на любую тему, я обращусь к нему. Потому что у него большой опыт, он постоянно читает книги, и я его скорее считаю своим наставником, чем другом. Наверное, лучшее, что может женщина сделать для своих детей, это правильно выбрать отца. И Ирик, конечно, великолепный отец, потому что Ирик, он прирожденный отец, и это его амплуа, у него много терпения, терпимости, он не раздражается, он может 100 раз одно и то же повторять, он увлечен детьми, мальчиков воспитывает правильно, он посвящает этому время, не по пути между делом дает рекомендации, а он реально занимается этим. Ни одно решение лично я не приму без Ирика, и Ирик ни одно решение глобальное, да, будем говорить, не примет без моего участия. Мы обсуждаем вместе, и часто мы это делаем даже вместе с детьми. Мы спрашиваем совет, даже какие-то глобальные покупки, перемещения там. Мы спрашиваем, а ты как думаешь, а ты, мы выслушаем, чтобы они понимали и чувствовали с самого первого дня, что семья – это когда все вместе. Эмир, смотри, сегодня самый большой улов у Эмира. Смотрите, как Да, я поймал карпа. Он не смог его даже вытащить, он его чуть не утащил в пруд, да, Эмир? Посмотри-ка, скажи, как это? Это кто? Это карп. А ощущения какие у тебя? У меня ощущение, что я впервые поймал карпа. Вы дети! Да, капитан! Я не слышу! Да, точно, капитан! Тогда поехали! Эмир, можешь закидывать? Ура! Мечта Артуряна сбылась, морская рыбалка, даже не идет купаться. Ну как оно? Поймал что-нибудь? Да, рыбку поймал одну. Молодец. У меня родители очень счастливые, образованные, целеустремленные, счастливые и правильные. Поэтому они пример детям, пример людям, пример другим семьям. Если родители счастливы, дети не могут быть несчастны. И наоборот, дети не могут априори быть счастливыми, если между родителями есть конфликты. Они могут даже не ругаться при детях, они могут даже не выражать свои эмоции. Дети это чувствуют на тонком плане. Они на микродвижениях чувствуют. Она кушать не умеет готовить, но она хозяйственна в плане вот как сделать так, чтобы больше мы денег зарабатывали, как раскручивать бизнес, как вот, например, Инстаграм сейчас развивать для этого. В этом смысле это же тоже хозяйственные вещи, которые надо делать. Она очень энергичная, она очень дальновидная, интуиция сильно развита у нее, поэтому она говорит, вот этим будем заниматься, этим не будем заниматься. Не знаю, вот она со мной такая стала или сразу такая была. Но поженились и живем, и будем жить, дай бог. Моя мама самая лучшая. Это больше ее никак не описать. Мама – это самая главная часть. Без мамы ты бы не родился. Так что есть люди, которые говорят, что мамы плохие. Я не понимаю таких людей. Я просто даже находиться рядом с ними не могу. Потому что моя мама для меня – это все. С папой более мужественные отношения. То есть мы с ним трудности делим на двоих. Да, если что-то случается, мы вместе с этим разбираемся. А с мамой уже секреты делишь, пытаешься узнать у нее совет. Если не помогает, то хотя бы выслушивает. И сразу легче становится. Я реально очень счастливый человек. Я бы даже сказала, наверное, я самый счастливый человек. Счастье не только в том же, что дети есть. Счастье в том еще, что они здоровые. Вот, слава богу, они здоровые, полноценные, с мозгами, с характером. И главное, чтобы вот у них все было хорошо. Для большой семьи не обязательно иметь большой дом. Главное – любящие родители. Именно в такой семье дети растут самостоятельными.
Пока-пока, увидимся в следующей семье.